Уважаемые зрители, артисты концерта будут вам очень признательны, если во время мероприятия отключите или поставите на беззвучный режим свои сотовые телефоны. Желаем вам приятного отдыха. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы искренне рады приветствовать вас в прекрасном концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Наша встреча проходит в рамках 15-го Международного фестиваля искусств «Филармониада». «Филармониада» — единственный в своем роде фестиваль, который представляет собой настоящий концертный марафон, охватывающий все жанры сценического искусства, от классической музыки до джаза, от разговорного до танцевального действия, от фольклора до эстрады. И сегодня зал филармонии наполнится волшебными мелодиями дудука, а также неповторимым звучанием органа. Орган и дудук – два короля музыки, такие великие и такие разные, но прекрасно дополняющие друг друга. Сочетание двух тембров рождает неповторимое звучание,
окрашенная самым неожиданным спектром красок. Музыка, объединяющая сердца людей вне границ и вне наций. Вы услышите известнейшие шедевры мировой классической музыки разных эпох, а также традиционные армянские мелодии и авторские композиции. И сейчас я с радостью представляю народного артиста Республики Башкортостан Владислава Муртазина и исполнителя на армянском дудуке Аргдишти.
Добрый вечер, дорогие друзья. Очень вы все правильно почувствовали. Музыка состоит не только из звука, музыка состоит также из тишины, и тишина нам необходима, чтобы вкусить музыку так же, как белое пространство бумаги нам необходимо, чтобы ярче, четче увидеть линии рисунка. Поэтому, как обычно мы делаем на концертах, я предлагаю вам настойчиво и категорически обойтись без аплодисментов, потому что, на мой взгляд, многое самое вкусное происходит в эти секунды между мелодиями, в эту тишину. Поэтому без аплодисментов. Оговорились? Отлично. Владислав Муртазин будет сегодня исполнять. Да, его можно поаплодировать, конечно. Яркие органные номера в исполнении Владислава обязательно надо будет снабдить яркими аплодисментами. В остальное время будем беречь эту тишину. Спасибо.
И в исполнении Владислава Муртазина прозвучат чикона фа минор Пахельбеля и хоральная прелюдия Баха.
Сейчас прозвучит одна из моих самых любимых армянских мелодий. Вообще все армянские мелодии, исполняемые на дудуке, это песни. В песнях есть слова. Это мелодия на песню «Ворскан Ахпер» — «Охотник, брат». В этой песне поется о том, как однажды вечером в каком-то далеком армянском ущелье шел уставший охотник, шел он мимо дома пожилой женщины. Она увидела его из окна, она вышла на улицу, предложила ему присесть на лавочку, угостила его чаем и завела с ним вот такой разговор. «Ворскан Ахпер, охотник, брат, ты знаешь, 20 лет назад мой сын, такой же охотник, как ты, ушел на охоту и не вернулся. Ворскан Ахпер, скажи, ты ходишь по горам, по ущельям, по долинам, может быть, ты видел его? Может быть, он сорвался со скалы и разбился. Ворскан Ахпер, скажи мне, душа болит. Может быть, дикие звери растерзали его. А может быть, вот за той горой, за той большой горой в том селе встретил он свою любимую. И так им хорошо вдвоем, так хорошо, что никак не может он вырваться к своим родителям. Да, я уже одна осталась, папка ушел. Ворскан Ахпер, скажи. Охотник отхлебывает чай, смотрит поверх гор на закат и молчит. Ему нечего сказать, он не видел. Но он знает точно, что сейчас, когда волею судеб, волею обстоятельств сердце этой женщины открылось первому встречному вот так вот. А в горах, знаете, там мало людей. Там, чтобы вот так посидеть, попить чай с добрым человеком, это надо долго ждать. Так вот так все сложилось, что эта женщина открыла свое сердце со своим материнским, женским горем. Надо молчать и слушать. Вот такой замечательный разговор, диалог, когда один говорит, а второй молчит. И это молчание самое лучшее, лучше всего, что он мог бы сказать. Ворскан Ахпер.
Спасибо, друзья. Мы прервемся на небольшой антракт. У вас же есть тут буфет, да? Отлично. Значит, там чай горячий, может, еще чего-нибудь погорячее. Минут через 15 встретимся здесь же. Спасибо, друзья.
Друзья, среди вас, наверное, много людей, которые впервые на концерте дудука, верно? Значит, надо пару слов об этом инструменте рассказать. Уже 13 лет, 4 месяца и 15 дней я держу в руках дудук. В Армении его называют словами циран апох, циран абрикос, пох трубка, абрикосовая трубка. То, что она черного цвета, это такая краска специальная. Да. А так это абрикос, который где-то, можете себе представить, он где-то рос в далекой Армении, где-то на каком-то ущелье, мимо него ходили пастухи со стадами, ходили путники, кто-то спал под этим абрикосом, кто-то шептал другому слова любви, кто-то готовил подлый заговор. Всякое видел абрикоса. Он впитывает влагу из земли, по которой ходило множество вражеских полков. Турки, персы, иранцы. Даже братья по вере, христиане из Византии, не стеснялись прийти пограбить небольшую Армению. Армения геополитически так неудобно находится между большими империями, между молотом и наковальней, и все время ей доставалось в истории. И вот приходит мастер, срезает абрикос обязательно, нижнюю часть ствола, изготавливает этот инструмент, и он начинает рассказывать нам все, что видел сам, все, что видела земля, на которой он рос. Для меня это давно уже перестало быть просто музыкой. Это больше, чем музыка. Дудук я так путешествую. Я обычно закрываю глаза и отправляюсь в путешествие по своим мечтам, по своим ностальгиям. И дудук рассказывает мне обо мне самом, как вот этом экземпляре, вашем покорном слуге, и обо мне, как о человеке вообще, о капле в океане нашего с вами человеческого бытия. И за что я особенно люблю это путешествие, за то, что помимо тех необъятных гигабайт прошлого, о котором я помню, и я могу так протянуть руку, чтобы вспомнить какую-то ситуацию, что-то из прошлого. Помимо путешествий по уже известным маршрутам памяти, он иногда заводит меня в какие-то очень пыльные уголки и помогает вспомнить о том, о чем я забыл, что я вообще могу об этом уже вспомнить. Вы знаете, сколько таких вещей у каждого из нас? Есть что-то, о чем мы не вспоминали десятилетиями. Вы знаете эти ситуации. Идешь по улице там, или сидишь где-нибудь, или в кафе, там, и вдруг раз вспоминаешь в 5 классе что-то там, вот кто-то, какие-то разборки были с соседом по парте. Вот я в Липецке недавно концерт играл и вспомнил, как я сидел во 2 классе на 1 парте, и рядом со мной Наташа. У меня дрожали руки, математикой, вообще мне не до математики было. Я даже боялся на нее взглянуть, я чувствовал, что что-то происходит, я не понимал, что такое 2 класс. Но я знал, что вот она, надо просто на нее подглядывать иногда и пить вот это вот, какое-то Богом мне данное вот это счастье, испытывать это. Я выследил, где она живет. Да, это была районная школа. Я настолько был впечатлен, что предложить понести портфель, проводить дни, я был слишком впечатлен всем этим. Я так узнал, где она живет, так как эта районная школа, жила она ровно надо мной.
И когда мама уходила, она мне оставила, у нас такой был большой проигрыватель, и она мне на растерзание дала 3 пластинки. Там «Укупник», «Бах» и «Modern Talking». И я на всю громкость включал это «Ямаха», «Ямасо». Вдруг там услышит где-то что-нибудь она. Как-то что-то произойдет где-то в этих высоких структурах. В общем, я недавно это вспомнил. И к этой ситуации с Наташей подтянулась противная наша руководительница классная. Все мои одноклассники, весь двор, все, что происходило, какой-то там, ну, вы все можете себе представить. Я не вспоминал об этом очень-очень давно. И как будто со мной это произошло 2-й раз. Поэтому, друзья мои, путешествуйте. Сейчас будет звучать Иоганн Себастьян Бах. Да, случайно. Очень красивое произведение. Оно звучало на 2-й пластинке. И я его все время слушал.
ваш ландшафт. Всё, даже супер. Их, да, Армения, Кавказ. Так к девушке подходишь. Какой прекрасный у вас ландшафт. Хорошая погода. Сейчас в исполнении
Владислава Муртазина прозвучит токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Золотой репертуар органиста.
Следующая мелодия одна из любимых среди наших слушателей. Называется она «Первый ереванский снег», и напоминает она мне, очень напоминает о том дне, о тех днях и о том пути, который я проходил к этому инструменту. Как раз 13 лет назад, 4 месяца и 15 дней, да, я оказался в Ереване. Утром я отправился в вернисаж. Знакомые армяне сказали мне, что там можно найти дудук. Я пришел на вернисаж, и там, значит, некий Самвел, вот я решил пойти к нему. Некий Самвел, у него, значит, такой стеллаж, и на нем 6 дудуков стоит. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Я говорю, а в чем вот 6? Да, и он начал мне объяснять. Это вот, значит, первый самый простенький, значит, самый дешевый, второй подороже, лучший звук, третий и так далее. 6 самый хороший звук. Я думаю, я тут буду 1,5 месяца, у меня полно времени. Купил самый простенький, самый дешевый, пошел домой, играю. Звучит неплохо, но может быть лучше. На следующий день я пришел к Самвелу, говорю: Самвел, давай я тебе возвращу дудук, чуть-чуть денежки добавлю и возьму второй. Нет проблем. Пришел, все звучит лучше, интересней, но я хочу лучше. На 3-й день пришел, тоже вернул дудук, добавил денег, взял и, в общем, до 6-го дудука. Но я хорошо знаю, как звучит хороший дудук Дживана Гаспаряна. Думаю, пришел на 7-й день к нему, говорю: Самвел, я знаю, ты же армянин, у тебя где-то там есть 7-й дудук хорошего, нормального качества. Что ты? Он говорит: нету, Аргиштиджан, нету. Все, хороший дудук сам. Я говорю: нет, лучше. И, в общем, я как-то так отошел, как там в сказках, да, Аргишти пригорюнился, да. И все эти 6 дней, и 7-й тоже, все это время рядом со стеллажом у столба стоял старичок, облокотившись на столб. Его звали Петрос, и вот он ко мне подходит и говорит: слушай, я вижу, ты уже 7-й день ходишь к этому Самвелу, ищешь дудук, что ты? У него плохие дудуки. Пойдем, я тебе покажу хороший дудук, где взять. И ты непростой парень, брат. Как можно 7 дней подряд сюда ходить? Пойдем, покажу тебе. И он повел меня через дворы какие-то, мы сели в 6-ку. А это армяне, 6-ка. Думаю, елки, а я первый раз в Армении. Думаю, ну и все, закопают меня где-нибудь там. И мы ехали 3 часа по горам, по каким-то ущельям. И приехали в гости к Карену. Карен — это лучший на сегодняшний день мастер по изготовлению этих инструментов. И такая ситуация была. Я приезжаю, вот у меня деньги, я хочу купить. Думаю, подожди, садись. Говорю, да, ага, все. Вот у меня деньги, я хочу купить. Подожди, слушай, куда ты торопишься? Давай чай попьем, кто ты, откуда? Я из Петербурга, я хочу. У меня не деньги. Слушай, ну как с тобой разговаривать? Да? Все, я расслабился, говорю, окей, ладно. И, в общем, 5 часов он спрашивал, где я, что я, кто у меня мама, кто папа, сколько ипотек, кредитов, машин, все. И через 5 часов он так сделал такое важное лицо, пошел на кухню к жене, что-то там они поговорили, вернулся, такой говорит: Аргишти, я поговорил с женой, и я решил, сделаю тебе хороший инструмент. Приходи через 3 дня. Вот он. Мы уже 14 лет играем почти.
И в заключение нашего концерта прозвучит мелодия, которая звучит всегда в конце. Называется она «Ах, инч лаве», «Ах, как хорошо». Эта мелодия с самого первого концерта и до сегодняшнего дня звучит в конце, как такая печать, закрывающая книгу. И давно уже она перестала быть просто красивой мелодией. Это целый концепт. Ахинчлаве — это источник такой, который дает нам понимание жизни, счастье жизни. В то время, когда мы смотрим на этот холодный космос, смотрим на немигающие звезды и понимаем, что мы пришли откуда-то из темноты, из черноты непонятной, и, скорее всего, туда же и попадем. По крайней мере, Амар Хайям говорил, что оттуда пока еще никто не возвращался, чтобы рассказать нам, как там. И когда ты понимаешь это особенно остро, об этом много говорили и Хайям, и Сенека, и Кастанеда, и многие великие умы, когда ты очень понимаешь хорошо конечность жизни, своей жизни, когда ты понимаешь, что ты соскочишь с паровоза, а паровоз поедет дальше без тебя. Ну, когда-то ты на него заскочил. Когда ты понимаешь это, ты начинаешь принюхиваться, открывать глаза шире, обнимать крепче родных. Кофе становится вкуснее. То самое кофе, которое состоит из 5 глотков. Знаете, так, 1, 2, 3. И выпить его надо прям по-настоящему. Прожить надо. Помните, как Горький говорил, да? Пироженка имеет смысл, когда она не бесконечная. Да, понимаете, жизнь имеет смысл. Но представляете, если жизнь у нас была бы бесконечная, это тогда вообще непонятно, что делать. Поэтому надо благодарить эту Вселенную за то, что жизнь ограничена. Из-за этого мы хотя бы пытаемся пить эту жизнь, пытаемся любить, наслаждаться. И Ахинчлаве, мои многие друзья, у них это слово превратилось в приветствие. Ахинчлаве Аргишти. Или Ахинчлаве, там, как дела? Или все прекрасно. Ну, типа Ом Шанти, знаете, или там Намасте. И где-то здесь в зале сидит моя жена, и я бы хотел тебе сказать, дорогая, что огромная лопата Ахинчлаве, огромный кусок этой Ахинчлаве, благодаря тебе. Я это вкушаю каждый день, каждую секунду. Так что где-то там, не знаю. Спасибо тебе за Ахинчлаве, мое, в котором ты участвуешь в моей жизни.
Со мной на сцене замечательный органист, народный артист России Владислав Муртазин. Меня зовут Аргишти. У меня в руках дудук. Очень люблю ваш город, люблю вашу прекрасную мечеть, ваш Кремль. Мы гуляем очень часто по вашему городу, когда проездом. Ставьте лайки, добавляйтесь, друзья. Мы сейчас занимаемся, так сказать, разработкой нашего канала в Телеграме, поэтому вот здесь вот QR-код, чтобы перебраться на этот канал. Кому интересно, подписывайтесь. Нам нужны подписчики, друзья. Вот здесь QR-код, подходите и подписывайтесь. Все было здорово, друзья. Отличная атмосфера. Встретимся еще. Спасибо.